Здравствуйте, уважаемые телезрители! Как вы знаете, в городе Душанбе проходит международная конференция высокого уровня по итогам реализации международного десятилетия действий «Вода для жизни». Сейчас у нас есть возможность провести беседу с гостем этой конференции, заместителем министра экологии и природных ресурсов Республики Азербайджан Наврузом Гулиевым. Господин Гулиев, как вы знаете, президент нашей страны предложил провозгласить второе международное десятилетие под лозунгом «Вода для устойчивого развития». Что вы думаете по этому поводу? Я прежде всего хотел бы приветствовать дружественный и гостеприимный народ Таджикистана и выразить благодарность правительству Таджикистана за то, что очень высоком уровне организовали данные конференции. И хочу благодарить за приглашение участвовать в данной конференции. По инициативе Таджикистана 2005 год и 2015 год был десятилетие под девизом «Вода для жизни». А сейчас одобряю новые инициативы господина президента Таджикистана Эмомали Рахмон объявит следующее десятилетие под девизом «Вода для устойчивого развития». Я придаю особое значение этому конференции, потому что вода – это, как название конференции, «Вода для жизни». Пресная вода, питьевая вода – это основной ресурс человечества. По статистике, в данный момент 2 миллиарда человек испытывают дефицит питьевой воды в мире. С приростом населения этот дефицит увеличится. Вот поэтому сейчас надо принять меры для того, чтобы в будущем население не испытывало дефицит воды, они имели доступ к безопасной, чистой питьевой воде. Обсуждение вопросов, которые здесь происходили, это, я думаю, что положительно влияет ход последующих событий. Господин Гулиев, как нам стало известно, вы выступили на конференции. Если можно, пожалуйста, раскройте нашим зрителям основную суть вашего выступления. У нас вот республика водяной ресурс по сравнению с Таджикистаном очень мало. 70% вода, который составляет основной ресурс, водяной ресурс Азербайджана, формируется за пределом Азербайджана. Вот поэтому у нас основная вот эта река Кур-Арас, который 80% оросительных и питьевой воды берутся вот оттуда, они проходят через Армению и через Грузию. К сожалению, там очень сильно загрязняется. Как известно, у Таджикистана большой опыт по использованию водных ресурсов. Как развивается сотрудничество между Таджикистаном и Азербайджаном в водной сфере? Я прежде всего хотел бы отметить, что между Таджикистаном и Азербайджаном есть дружественная связь. Наши президенты – друзья. Народ дружный нам, таджикский народ. Вот поэтому во всех сферах мы должны сотрудничать, помогать друг другу, пользоваться каждым опытом, который имеется и Таджикистана, и Азербайджана. Ну, мне известно, что в Центральной Азии 60% водяной ресурс формируется на территории Таджикистана. И гидроэнергетика в Таджикистане очень развита. 98% я вот слушал доклад вашего уважаемого президента. 98% электричества получается от гидроэлектростанции. Поэтому у вас очень большой опыт в области гидроэнергетики. Мы должны сотрудничать, пользоваться вашим опытом и использовать ваши
опыту в своих работах. Обязательно мы должны пользоваться опытом друг друга. И в конце я еще раз благодарю правительство Таджикистана за приглашение, за хорошую организацию этой конференции. Дружественному народу Таджикистана желаю благополучия, стабильности, экономического развития, всего хорошего, который имеется в жизни. И вам спасибо за интересную и содержательную беседу. Уважаемые зрители, напомним, что мы беседовали с гостем Душанбинской конференции, заместителем министра экологии и природных ресурсов Республики Азербайджан Наврузом Гулиевым.